ошейники. Что, еда, что ли, вода? Да, ой. Здравствуйте. Пожалуйста, которые собаки на цепях близко не подходите. Хорошо. Потому что собаки сидят разные. Ну, вот этот вроде. Желательно вот на расстоянии. Хорошо. Это вы молодца. Я народный депутат Федоров. Ага. У нас проблема, у нас не хватает буток, у нас не хватает амуниции, у нас не хватает ошейников, цепей, намордников, не хватает лекарственных препаратов, не хватает кормов для собак. Сколько не хватает денег? В штуках сказали, деньги. Ну, мы откуда знаем? У нас Нет, собак... корма не надо. А, корма не надо, Нет, да, всё, уже есть. закупка прошла уже, все. Это же расчетный счет. Сегодня суббота. Так взяли бы на наличкой себе, господи. Нет, зачем? Нет. Потом же отчитываться за них. а Кому там вам я- отчитываться-то? Кому? Да ну все равно. Да не стырите, надеюсь. Нет, конечно, Нет. но все равно надо же какой-то отчет. Мы А из сколько, дома- Виктор мы из Николаевич, а сколько дома отправили? привозим сюда. Давайте разберемся. Но Говорите, первая задача все-таки то, что решить база муниципальная. Будьте любезны, вы передали привести ее в порядок. Да. Сделать теплое помещение, крыши, я смотрю, на вольерах, да? Рабицу. Это мы мы делаем сами. А почему самостоятельно. сами-то это? Вы вкладываете деньги в чужую базу, правильно? Да. Вопрос текущего капитального Ну ремонта. здесь надо- текущий вопрос-то, чтобы зиму пережить. Не, ну понятно. Поэтому, честно. пока Ну, мы вы будем понимаете, ждать бюрократии, то парадокс, замерзнем. Парадокс. Деньги Нет, есть, Кать, а мы их ты, освоим. ты скажи, то, Надо- что мы это делаем еще, чтобы наша зоозащита якутская успокоилась, во-первых, и наши волонтеры. А зачем, что мы ничего не зачем вы делаем. переживаете за их здоровье? Ну, извините, Нет, ну, мало переживаем за приятного, собак когда нас здоровье. обливают везде грязью. Так не должно быть. И самый интересный парадокс, то, что деньги в бюджете есть, а сюда они попасть не могут. А тут куча проблем. Но сейчас начнем разбираться с мэрией города Якутска, с республикой. Ну, проблема самая главная – это сегодня теплое здание, потому что там на полу замерзает даже вода. И к тому же у нас электрика очень хромает. Мы не можем ничего лишнего подключить, потому что все вырубает сразу. То есть электрика сделана некачественно, и уже со временем, наверное, пройдя там 5 лет, совсем стала хлюпенькая. Поэтому ее однозначно всю надо менять. Приглашали электрика, и он сказал, здесь никакие ремонтные работы проводить бессмысленно. Надо заменить все абсолютно. С питанием все нормально. На сегодняшний день наладилось. Мы получили первые деньги от СГХ, провели большую закупку, то есть это сухие корма и каша Геркулес. Но сейчас ждем рыбную продукцию. Ну вот еще пока нету ответа. Прошлогодний чир. Она подходит вся по ветеринарным мыть. Сколько там, какое количество, какая цена, но, думаю, договоримся подешевле и тоже приобретем. А вот тут прозвучала информация, что Виктор Николаевич вот как раз обсуждали о том, что деньги не могут дойти, он говорит. Это вот в чем проблема? Ну, деньги не могут дойти, потому что там по контракту не предусмотрено авансирование вовсе. То есть надо период отработать самостоятельно, потом предоставить выполненные работы, акты. После этого только доводятся деньги. Ну, то есть получается проблема в том, что вы на свои деньги должны все делать, а деньги поступят, может быть, только в следующем году, да? Да. Не, в следующем не поступят, там деньги уже эти департаментом ветеринарии выделены. И то есть они переданы в СГХ, непосредственно с СГХ у меня контракт. Насколько там я разговаривала, то деньги доводятся быстро. И никаких сложностей и препятствий там в принципе нет. Если вся документация в порядке, то в течение 15 дней деньги доведутся. Но сейчас вы все делаете на свои деньги, так может быть. Но На свои волонтеры помогут. все, что... От мэрии вот на те работы, которые сейчас на питание, на вот эти все мероприятия, которые нужны, вы все-таки сейчас, то есть вы делаете не на деньги, которые перечислила мэрия, а на свои. А потом... Нет, месяц мы делали, да, на свои. Закупали продукты, заключили договор с тоже одной компанией по поводу того, чтобы они смогут нам давать их в долг, ну, в счет контрактов, в счет будущих денег. Вроде договорились, сошлись на том, что ну, человек не против, и мы вот пользовались этой ситуацией еще к тому же. Что-то, какие-то медикаменты, ну, к сожалению, вот в долг их никто не дает,
дает, поэтому приходилось приобретать, конечно, на свои. Очень сильно помогли волонтеры, были у них сборы, они собрали, приобрели медикаменты, привезли. Ну и просто горожане помогают. Кто-то слышит, видит, что нужно, собирают дома какие-то уже ненужные им медикаменты, а нам они очень нужны, со сроками годностями хорошими и так далее. А вот сейчас на встрече с Виктором Николаевичем какое решение достигнуто? Ну, решение достигнуто к тому, что на следующей неделе мы еще раз встретимся. Я ознакомлюсь с новыми поправками, которые внесены. И помимо этого всего будем искать общий выход с этой ситуации, потому что, как оказывается, деньги есть, но до нас они дойти не могут. А этот контракт, субвенция, предусмотрена только на 7 мероприятий. То есть на них не построишь, на них не сделаешь электрику и тому подобное. Там четко отведены эти деньги на 7 мероприятий, поэтому мы должны их выполнять. А почему не могли сразу передать в упакованном виде со всей электрикой, все, чтобы вы просто зашли и начали работать? Я не могу ответить на этот вопрос, почему не могли.